Это укладка врача скорой помощи, это набор реанимационный. Также аппарат для подачи, то есть кислорода. Ключи от новых 42 карет скорой помощи вручили работникам Минздрава. Церемония состоялась в Магасе на площади Алания. Первым делом обновили штукатурку, затем фасад покрыли декоративной штукатуркой, а в завершение нанесли краску в белых и коричневых оттенках. От новых не отличить. Сколько домов отреставрировано в Ингушетии по программе капитального ремонта, расскажем. Да, има ламы сокытла катера, ламы сдалла катера асиды дос ката бахап сдей. Шомо катер баси бары бахап. А вы выридите, а че вы мотик выридите. Восстановить нельзя разрушить. Представители башенного комплекса Бейни провели на территории субботник и обсудили меры по восстановлению сооружений. Видно, что игрушки очень необычные, стеклянные, то есть раньше их делали по-другому, и видно душа человека в этих игрушках. Праздничная атмосфера – тема экспозиции из детских поделок. В Музее краеведения посетителей уже ждет новогодняя выставка. Четыре постановки и золото. Очередной успех молодых солистов ансамбля на сцене. СИК стал обладателем гран-при международного конкурса. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Ключи от 42 оборудованных спецавтомобилей вручили сегодня работникам сферы здравоохранения. Торжественная церемония состоялась в Магасе на площади перед башней Согласия. Помощь оказана Минздравом и Минпромторгом России за счет средств федерального бюджета. Новые кареты повысят мобильность, облегчат работу врачам и позволят ускорить оказание первой медицинской помощи. Подробности в репортаже Светланы Томовой. 42 новенькие кареты скорой помощи класса Б и С выстроились в ряд на центральной площади Алания. Это не просто кареты скорой помощи, а целая система оказания неотложки на колесах. В ней созданы все самые лучшие условия, чтобы медики качественно, а главное оперативно могли оказать необходимую помощь пациенту. Термоодеяло, современные носилки, спинальный щит. Также кондиционирование воздуха, оптимальная температура для пациента, освещение и отопление. Этот реанимобиль оснащен по последнему слову техники. Данный автомобиль – это карета скорой помощи класса именно С. То есть, по-другому, если говорить, это реанимобиль, то есть реанимация на колесах, соответственно. Опять-таки, здесь есть все необходимое для оказания помощи пациенту. Соответственно, если мы будем перечислять, да, это укладка врача скорой помощи, это набор реанимационный. Также аппарат для подачи, то есть кислорода, то есть это аппарат искусственной вентиляции, вспомогательной вентиляции. Соответственно, дефибриллятор, то есть для проведения дефибрилляции, соответственно, а также проведения мониторирования пациентов в том числе. Выступая перед собравшимися, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил надежду, что с получением новых карет скорой помощи улучшится оказание экстренной медицинской помощи нуждающимся пациентам. Глава региона добавил, что повышение медпомощи, разработка и внедрение передовых методов диагностики и лечения, обеспечение более широкого доступа населения к достижениям высокотехнологичной медицины и в дальнейшем будет приоритетным направлением властей региона. Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших людей. Службы скорой помощи республики получают 42 новые машины, в том числе 3 реамобиля. Все машины оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость и могут преодолевать любые бездорожья. Автопарк наших станций скорой помощи в значительной степени устарел, почти 60%. Автомобили служат более 5 лет. Сегодня акция позволит устранить этот пробел. С получением новых карет скорой помощи улучшается оказание экстренной помощи населению и нуждающим пациентам. Здравоохранение мы относим к числу самых приоритетных отраслей нашей
основная цель – это сбережение здоровья нации. Главной задачей в этой сфере для нас является дальнейшее повышение качества медицинской помощи. И вот глава республики в торжественной обстановке вручает ключи от карет скорой помощи. Дальше по традиции осмотр автомобиля. Увиденным Махмуд Али Макшарипович остался доволен. Перфузор для очень быстрого, медленного введения препарата внутривенно. То есть бактерицидный облучатель, который может работать в условиях нахождения больного. То есть не нужно ничего бояться, чтобы это при инфекционных. Скорая и медицинская помощь в республике представлена 3 станциями и столькими же отделениями скорой медпомощи, которые оснащены 55 автомобилями с системой ГЛОНАСС. В службе скорой помощи трудится 53 врача и около 250 фельдшера. Такой подарок оказался очень кстати для многих главврачей. Для нашей республики получение таких новых современных автомобилей скорой медицинской помощи – это большое подспорье, поскольку каждый год транспорт автомобилей скорой медицинской помощи они изнашиваются. И вот в данный момент 42 автомобиля, которые получаем мы, то есть республика, это действительно огромная помощь нам. И, соответственно, доезд до пациента, качество оказания медицинской помощи, это, конечно, все тоже отображается. Сегодня мы получаем 8 автомобилей скорой медицинской помощи класса «Б», 4 «Форда» и 4 «Газели». Ну, всегда новый автотранспорт, это, конечно, санитарный автотранспорт, это, конечно, для работы, это самое главное, для нашей работы. Это, можно сказать, 50% нормальной, качественной медицинской помощи. Если в этих машинах практически есть все, они оборудованы согласно стандартов, поэтому при оказании медицинской помощи мы пользуемся всем этим оборудованием и можем оказывать свою помощь качественно. За последние 3 года из резервного фонда правительства России получен 41 автомобиль скорой медицинской помощи, отмечает министр здравоохранения республики. А эти кареты, прибывшие в республику в последний месяц уходящего года, распределят по станциям скорой помощи Назрани, Малгобека, Сунжинского района и медицины катастроф, а также по 3 больницам – Джайрахской, Карабулакской и Сунжинской номер 2. Доезд до пациента у нас и ранее был очень высокий процент, 99%. И в этом году также мы даем такой же высокий процент, а при транспортных происшествиях 100% доезд в течение 20 минут, что является и показателем работы скорой помощи, и, естественно, это и обусловливается и тем, что вот такая хорошая техника. Мы очень благодарны Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли России. Конечно же, внимание здравоохранению очень большое. И в рамках этой программы, и также в рамках нацпроектов мы получаем очень большую помощь из федерального центра. Я думаю, что в 2020 году мы продолжим работу по реализации всех наших проектов. И сегодня скорая помощь может работать на очень высоком уровне, оказывать нашим жителям, главное, своевременную и качественную помощь. Словом, при таком пополнении автопарка медицинских организаций, отмечает региональный Минздрав, уверенно можно сказать, что республика на 100% обеспечена каретами скорой помощи с нулевым износом. Светлана Томова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки в республику провел совещание с руководящим составом регионального МВД. На встрече рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности. Министр заслушал доклады руководителей и поставил задачи по совершенствованию некоторых направлений работы, среди которых борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционным процессом. Затем глава ведомства посетил Карабулакское отделение МВД. В здании сейчас проходит капитальный ремонт, по завершении которого личный состав будет работать в благоустроенных помещениях, оснащенных современной техникой. Владимир Колокольцев побеседовал с сотрудниками дежурной части, участковыми уполномоченными полиции, следователями и пожелал им успехов в работе.
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Норма была принята в 2015 году и сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила рекомендательный характер. Предстоящие изменения подтвердили в Миноборнауки. От ограничений страдают не только преподаватели, но и студенты, которые недополучают знания и выходят на рынок труда неподготовленными. После анализа ситуации Совет Федерации направил в Минтруд и Минобор предложение переработать действующие нормы. Новый фасад, внутренняя отделка, прочные крыши. 5 многоквартирных домов, 3 в Магасе и 2 в Малгобеке, отреконструированы в этом году в рамках республиканской программы капитального ремонта. Напомню, что реализация программы началась в 2014 и будет действовать вплоть до 2043 года. За это время в регионе уже сделан капремонт в 29 многоквартирных домах. Репортаж Дианы Дударовой. Второй и третий дома переулка Майсагова в этом году претерпели существенные преображения. Первым делом обновили штукатурку, затем фасад покрыли декоративной штукатуркой, а в завершение нанесли краску в белых и коричневых оттенках. Также жильцы могут забыть о проблеме водосточной системы. В рамках программы капитального ремонта здесь полностью заменили водосточные трубы. Многоэтажка введена в эксплуатацию порядка 16 лет назад. Один из жильцов, Магомед Гитагазов, переехал сюда более 9 лет назад. Делится, что проблемы с фасадом у этих домов были еще тогда. Жителям пришлось обратиться в региональный фонд капитального ремонта с просьбой ускорить сроки работ. Проведенным ремонтом остались довольны. Месяца 2-3 назад леса привезли, доски, все, и началось. Люди обрадовались. Наконец-таки хоть фасад сделают нормально. Начали красить, начали белить. Ремонт, Причиной того, что дома раньше времени, а именно на 10 лет подверглись реконструкции, стала неисправная сточная система. Сточные воды стекали с крыши на фасад, разрушали его, вследствие чего отслаивалась штукатурка. А все потому, что не было управляющей компании, соответственно, и своевременного обслуживания. Ни для кого не секрет, капремонт проводится за счет ежегодных взносов собственников жилья. Однако жители этих домов не отличились примерной платежеспособностью и сами это осознают. Фонд капитального ремонта. Всегда акштадыл тоду ус долг долж бакал дес ремонт ахар сеноя хас о даден акчо здесь ежели значит он ремонт угят. Тем не менее, ремонт вам сделали? Не сделали. Фонд капремонта добился выделения денежных средств из республиканского бюджета для проведения фасадных работ в шестиэтажке. Состояние дома, как выяснилось, не терпело отлагательств. Из-за водосточной системы, скорее всего, это первая причина, по которой фасад этого дома был разрушен. Дом пятиэтажный, и если не следить за фасадом, не сделать ремонт фасада, то, возможно, обрушение штукатурки, может пострадать люди, жители этого дома. Также отреконструировали около 3000 квадратных метров дома по адресу Азиева 1. Штукатурка отслаивалась кусками, подвалы были переполнены мусором. Сейчас здесь красуется фасад из керамогранита. Снизу вентилируемый фасад без утепления. Новые водосточные трубы, металлические козырьки, чистые подвалы, огороженные сеткой, чтобы мусор не сбрасывали. Планового ремонта в этом году дождались и малгобекчане. В рамках республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов проделали большой фронт работ в домах 49 и 51 по улице Кождуба. Проведен ремонт инженерных систем, канализации, водоснабжения, отопления, о замене труб жителей и не нарадуются. Все работает в исправном режиме. У нас горячие трубы, пожалуйста. Налажено, все отлично идет. В прошлом году мы фактически не пользовались этим отоплением. В этом году после его работы, твоя штенцане, пожалуйста, каждый день тепло, уютно, можем отдыхать. А с чем это связано, Магомед? Это было связано с тем, что трубы отопления пришли в негодность, диаметр труб сократился из-за накипи, и тепло сюда не поступало. После этой замены труб мы сделали расчет диаметра труб, чтобы создавалось хоть трубное давление, и тепло поступало во все квартиры. А вот так выглядели подвалы в 49-м и 51-м домах раньше. Заброшенные, неухоженные, переполненные мусором. Сейчас же здесь отштукатурили, покрасили стены, сделали стяжку, заменили трубы. Теперь жители со спокойной душой, не боясь сырости и грязи, могут разместить здесь свои личные вещи.
Маспарга тик сала отопление чил цамна хархададам абаш халанзер. Хоз яхат бес масна хоз ания хоз масда хамахита. Табахаптмаш гянкиш хоз тяжкий штукатурий. Канализация ружж турбашхитай. Жахоз хамдерц гянкиш. Алихан Ахильгов проживает в этом доме более 15 лет. Шутит, что подвал использует сейчас почти как квартиру. И любит здесь частенько проводить время со своими товарищами. Организовали даже настольные игры. Делится с проведением всех работ и замены инженерных систем. Удалось решить ряд серьезных проблем. Мы даже в случае аварии не могли закрыть стояки даже. Эти стояки, чтобы закрыть, надо бывало вон в 3-4 перехода идти возле автостанции, там перекрыть общую линию, а потом только могли сделать ремонтные работы. Но после вот этих ремонтных работ, сейчас, которые прошли, у нас, по крайней мере, вот эта проблема снята. Мы можем запросто перекрыть горячую, холодную воду и заниматься своими ремонтными делами, если вдруг что будет авария. Стоит отметить, для проведения ремонта в этих домах фонду не пришлось привлекать денежные средства, что говорит об образцовой платежной дисциплине жильцов. Стоимость данных работ составила 810 тысяч, по 810 тысяч. И, как я сказал ранее, в Магасе мы чуть согласовали все это с жителями из подрядной организации. От них даже исходило предложение, что можно сделать чуть дешевле, без потери качества выполняемых работ. И в соответствии с этим мы пересмотрели проектно-сметную документацию, и у нас получилось снизить стоимость данных домов. Гарантийный срок у всех реконструируемых домов до 30 лет. Сотрудники фонда напоминают, необходимо дома вовремя обслуживать, проводить текущий ремонт и, конечно, оплачивать коммунальные услуги. Ведь за счет этих взносов на протяжении десятилетий накапливаются средства для плановых ремонтов. Ну а в 2020 году улучшат жилищные условия еще 4 домов в Назрани и Магасе. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Ингушетия в числе регионов с минимальной закредитованностью. Такие данные представили в РИА Новости. По подсчетам экспертов, в среднем на одного жителя страны приходится по 277 тысяч рублей долга. Самыми равнодушными к займам оказались жители Ингушетии – 9,9%, Крыма – 13,9% и Севастополя – почти 16%. Калмыкия, Тыва и Курганская области возглавили список самых закредитованных регионов России. Восстановить, сохранить и не дать разрушить. Подвергшиеся циничному разлому арочные перекрытия вековых башен Жайрахского района вызвали широкий общественный резонанс и порицание. Особую обеспокоенность покушением на историю выражают потомки. Так, представители тейпов Шаухаловых, Умаровых, Келеговых, Мистоевых и Мурзабековых встретились в Бейни, говорили о том, какие меры будут предприняты по восстановлению и охране архитектурных сооружений. На территории родового комплекса также состоялся субботник. Идрис Жиев расскажет. Округа Бейни заполнена автомобилями представителей 5 тейпов. 100 человек из разных уголков Ингушетии и пригородного района участвовали в дискуссионной площадке. Повод для встречи – недавняя кража деталей археологического достояния. С этой башни Мурзабеков были выломаны арочные камни. Арочные камни, вот они идут снизу вверх, поднимались вот так вот. Арка была вот такая и уходила сюда на перекрытие и верхнее перекрытие камней. Выхода с этого двора, здесь была арка такая вверх. И этот арочный камень, он стоял сверху. Ну, тут некоторые камни были рассыпаны. Вот. И этот камень тоже большой, где-то килограмм 70, наверное, 80 он весил. Его они скатили тоже туда вниз и там положили его, чтобы в дальнейшем унести. С этой башни был выломан арочный камень, который вот поднимался вот так вот вверх и доходил до этого места. Это уже была башня чуть-чуть подреставрированная. Здесь бетон есть, вот свежий, видите. А сам камень был старый, вот он здесь находился. И выломали тоже соседний камень. Вот так пострадала вот эта арка.
Украли самое ценное – несущие камни. Арки весом до 100 килограмм – уникальные детали для сооружения архитектурной конструкции. Повторить работу по их созданию не могут и по сей день, даже имея оборудование, о которых наши предки и не могли мечтать. Кому понадобились эти экспонаты и как вообще возникла идея позариться на то, что наши предки хранили веками? Ответов на эти вопросы пока нет. Несколько дней назад услышал, что отсюда вывозят камни, разрушая башни. По правде сказать, я был растерян. Это все равно, что твое жилище грабят. Этот поступок задел каждого. Эти каменные сооружения как тыл для представителей любого тейпа. Ведь память об отце 7-го поколения связана напрямую именно с этими жилыми и боевыми башнями. Это стыд и позор для тех, кто считает себя человеком. Я думаю, неизвестными они не останутся. Надеюсь, что раскаяться о содеянном. Обманулись, видимо, наживу увидели. Для всех собравшихся пропавшие глыбы бесценны в моральном и духовном плане. А для тех, кто готов с легкостью реализовать подобные исторические находки на черном рынке, это просто наживо. Факт преступления. На видео сняли, видео у нас располагается, фотоснимки есть, видеоматериал есть. Сразу написали в прокуратуру заявление. Надеемся, что они без нашего участия определят, кто это сделал, и примут соответствующие меры. Свое гражданское расследование мы ведем. Фамилия, вот 4-5 фамилий, которые здесь живут, мы свое расследование ведем. Кое-какие достижения у нас имеются. Судя по характеру кражи, можно сказать следующее. Бени находится на склоне Столовой горы. Разбирая башню, преступники скидывали камни вниз по накатанной, после чего складывали в ряд возле охотничьего дома Мурзабековых. Затем увозили. Всего разобрали 20 каменных арок. Где-то 15 из них удалось сохранить, так как вандалы просто не успели их забрать с места преступления. Сейчас арки находятся на экспертизе. Если сами придут, скажут, что раскаиваются и весь понесенный ущерб восполнят, мы готовы простить. Мы, представители нескольких тейпов, и старшие, и младшие, как один, согласны с этим решением. Но они должны полностью восстановить, вернуть историческое наследие на свое законное место. Пока идут следственные действия, проводится экспертиза. Поимки воров и реанимирование архитектурного наследия ждет вся республика. А пока представители тейпов поставили дозорных, установили видеонаблюдение по периметру башенного комплекса. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Ингушский гроссмейстер, чемпион Европы 2016 года Эрнесто Инаркиев примет участие в чемпионате мира 2019 года по рапиду и блицу. Общий призовой фонд двух турниров составит $1 миллион. В сравнении с обычным контролем времени рапид и блиц являются более зрелищными форматами, и это больше привлекает как спонсоров, так и зрителей. Они отличаются от шахмат с обычным контролем времени тем, что от игрока требуется более быстрый расчет вариантов, а также хорошая техника разыгрывания стандартных ситуаций, когда решающим фактором становится время. Турнир по рапиду будет проходить с 26 по 28 декабря, по блицу с 29 по 30 декабря. Новый год уже близко. С праздником грядут и выходные. Провести новогодние каникулы с пользой жителям предлагает Краеведческий музей. Работники подготовили специальную праздничную выставку, которую, к слову, можно оценить уже сейчас, не дожидаясь выходных. Новогодние поделки школьников и воспитанников реабилитационного центра, советская елка и старые открытки. О праздничной выставке сюжет Тамары Хашагульговой. Только приятные эмоции и впечатления, за которыми можно отправляться уже сейчас. Новогодняя экспозиция открыла свои двери для всех желающих с самого утра. Поделки, сделанные стараниями школьников 4-й Якажевской школы, воспитанников детского реабилитационного центра, а еще ребят со всех регионов страны в рамках проекта Международной картинной галереи. Вот такая вот избушка в зиме, в которой, по их представлению, живет сама тетушка Зима. Вот там вот в конце вы видите тоже еще рисунки, которые посвящены предстоящему Новому году. Не отказывать себе в удовольствии насладиться предстоящим праздником, а еще посмотреть на творения своих сверстников и тех, кто намного младше, решил и Магомед Беков. Он наведывается в музей регулярно, а вот на праздничную выставку пришел впервые и не прогадал, признается юноша. Эта выставка поистине радует мою душу, так как она поистине международная. Она показывает, как связаны между собой народы Российской Федерации. То есть мы, ингуши, мы видим, как из других частей России дети рисуют разные рисунки, делают подделки, и мы можем увидеть
чего они хотят, о чем они мечтают на Новый год, кем они хотят стать, когда вырастут, или чего они хотят прямо сейчас. Мы видим, что многие дети хотят в космос. То есть они мечтают о космосе, когда вырастут, как и любой ребенок. Ну какой же праздник без елки? Их в музее целых две. Современная, знакомая каждому ребенку, а еще СССРовская, привычная больше нашим родителям. Среди экспонатов советская елка 1970 года. А еще стеклянные шарики, шишки, раритетные открытки и даже детская железная дорога тех времен. Видно, что игрушки очень необычные, стеклянные. То есть раньше их делали по-другому, и видно душа человека в этих игрушках, можно так сказать. И также были открытки, они очень красивые, и эти открытки далеко до моего рождения созданы, и их отправляли, когда хотели поздравить кого-то с Новым годом. И это намного лучше, чем то, что происходит сейчас. Экспозиция – хорошая возможность не только узнать, какой Новый год сейчас, но и каким он был несколько десятков лет назад для советских ребят. Прикоснуться к истории через традицию его празднования. Выставка носит не только развлекательный, но и образовательный характер. Рассказываем, как праздновался Новый год до революции, то есть в царское время, кто привез первую елку, кто поставил первую елку в России, о том, какие праздники бывали во время Советского Союза, как изменялось празднование. В общем, переживать, как провести зимние каникулы, жителям республики не придется. К слову, одной только новогодней выставкой музей не ограничился. Любители истории смогут насладиться и постоянными экспозициями, которые, правда, предстанут уже в несколько измененном виде. Выставочные залы пополнятся новыми экспонатами, посвященными 250-летию единения Ингушетии с Россией, а также 75-й годовщине Великой Победы. Насладиться экспозициями все желающие смогут с 1 по 8 января. С 10 и до 15 часов на протяжении всех выходных. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. 2 золотые и 1 бронзовую награду завоевали воспитанники спортивного клуба «Чингис» на международном турнире по дзюдо «Носов КАП-8». Так, Адам Боков стал победителем соревнований в категории до 34 килограммов. Джабраил Часыгов в весе до 55 килограммов, а Рамзан Тичуев поднялся на 3-ю ступень пьедестала почета в весовой категории до 34 килограммов. Отмечу, что в рамках международного турнира по дзюдо «Носов КАП-8», который проходил в Люберцах, на татами вышли свыше 1000 участников. В соревнованиях принимали участие представители 59 регионов России и 4 зарубежных стран. Порядка 100 спортсменов в 8 весовых категориях со всей республики приняли участие в открытом турнире по грэпплингу. Соревнования проходили в Центре олимпийской подготовки в Назране. Турнир носил благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на строительство медресе в Малгобеке. Слово Идрису Ижиеву. Борьба в Ингушетии популярна независимо от стиля. Если вольная борьба или дзюдо позволяет борцу контролировать поединок в стойке и выиграть благодаря физической силе, то грэпплинг учит хорошему партеру и, самое главное, зрелищным боевым приемам. Открывает турнир зрелищный и напряженный бой. Молодой грэпплер Хусейн Илисбаров не сдается даже несмотря на превосходство противника в весе и продолжает гнуть свою линию. Вымотав соперника, Хусейн благодаря удушающему приему все же отвоевывает столь желанную победу. Я дрался в абсолютно весовой категории. Я сделал рычаг локтя. Благодаря этому приему я смог выйти в полуфинал. Не менее зрелищным выдался и следующий бой. Вот только Магомед Баширу Угурчиеву понадобилось всего несколько минут на безоговорочную победу. Боец занимается спортом не 1 год. Начинал со смешанных единоборств. Сейчас отдает предпочтение грэпплингу. Я хотел сегодня проверить свой опыт, посмотреть, что получится по грэпплингу. Алхамдулиллах, все прошло успешно. Я выиграл свою первую схватку. Посмотрим, что получится дальше. Соперники, да, сильные. Физика хорошая. Но сегодня я дерусь 8 килограмм больше, чем у меня. Поэтому физика хорошая, пацаны опытные. Грэпплинг совмещает в себе технику разных борцовских дисциплин. Никаких ограничений по использованию болевых и удушающих приемов в этом виде спорта нет, что зачастую позволяет бойцу закончить поединок досрочно. Турнирник дают. Спортсмены показывают хороший результат. С каждым турниром участники совершенствуются, показывают уровень, выходят на всероссийскую и международную арену. В
последнее время грэпплинг в регионе набирает популярность среди юных спортсменов. Доказательство тому – этот турнир. Блестящих побед и медалей у этих ребят пока нет, но главное – желание заниматься спортом. Турнир проводится по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Он является сам благотворительным. Все вырученные средства уходят на строение медресе в городе Малгобек. Там ребята, которые трудятся уже более 2 месяцев, собирают деньги на это благое дело. В турнире приняло участие свыше 100 борцов в 8 весовых категориях. Спортсменам, занявшим призовые места, вручили почетные грамоты и медали. Идрис Ижиев, Магомед Майсигов, Новости 24. Амир Мужахаев стал победителем первого молодежного турнира по скоростной сборке кубика Рубика, который прошел в Грозном. В турнире приняли участие около 50 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Популяризатор спид-кубинга в Ингушетии Амир Мужахаев собирает кубик за рекордные 10 секунд. Интеллектуальным видом спорта молодой человек увлекся 2 года назад и начал показывать хорошие результаты уже спустя пару месяцев. В его увлечение входит не только сборка кубика Рубика, но и множество других головоломок. Надо отметить, что благодаря Амиру хобби настоящих интеллектуалов становится в нашем регионе все популярнее. Одесский хореографический ансамбль «СИК» стал обладателем гран-при и золотого гран-при международного конкурса «Национальная премия» имени Айсидоры Дункан. Конкурс проходил в Минеральных водах. На протяжении 2 дней 94 коллектива со всей России и стран СНГ старались поразить зрителей и жюри своей искрометностью, оригинальностью и красотой исполнения танцев. Сколько композиций представил ансамбль «СИК», расскажет Дана Плиева. За каждым легким шагом и грациозным жестом скрывается не только талант, но и упорство быть первыми. Ансамбль «СИК» только недавно вернулся с очередного фестиваля, а уже на репетициях. Времени на передышку нет. В 3-м международном конкурсе имени Айсидоры Дункан участники представили 4 хореографические постановки – праздничный, массовый, девичий и парный танец. В танцевальном фестивале принимали участие 94 творческих коллектива. Ансамбль «СИК» выступил наравне с государственными и муниципальными коллективами. Итог: 2 первых, 1-2 место и море положительных эмоций, делится Хади Гудантова. В ансамбле она уже 3-й год. Пришла сама, чтобы тяга к искусству наконец нашла свое воплощение в танце. У меня с детства в душе было танцевать. И поэтому я хотела всегда, мечта была. Неспроста танец и музыка – значимая часть культуры любого народа. Грациозными и плавными движениями танцовщицы будто олицетворяют гордую, неприступную горянку, живущую в любой ингушской женщине. А оточенные острые, как кинжал, движения юных джигитов – горячий и смелый нрав мужчин. Своими танцами участники коллектива словно раскрывают зрителям наш менталитет и характер. Сейчас в копилке ансамбля 19 хореографических номеров, и постановка каждого – это целое искусство. Выучить детей не настолько трудно, чем как поставить номер, предусмотреть историю ингушского народа, как танцевали наши предки. Сам художественный руководитель ансамбля Магомед Имагожев был награжден премией и сертификатом на участие в международном конкурсе лауреатов хореографии, который будет проходить в Сочи. Первую репетицию на ансамбль он собрал ровно 5 лет назад. Начинали трудно. 2 года Магомед потратил на то, чтобы выучить технику движений и выстроить свою хореографию. Результаты упорного труда окупились участием коллектива в различных всероссийских и международных танцевальных конкурсах и финальных смотрах. Успех коллектива, я думаю, что первое – это сами дети. Здесь, в сельском поселении Троицкого, никогда не было ансамбля. Детям интересно выехать куда-то, показать не только себя, но и представить всю республику. К достижениям немалую руку прилагают и родственники участников коллектива, от покупки костюмов до расходов на поездки. Но, как делится Айшат Кукаева, это приятные хлопоты. У меня внучка занимается, Кукаева Мадиночка. Довольна очень с репетитором, руководителем, работники Дома культуры, всеми довольны. Репетиции проходят по несколько дней в неделю от 3 до 5 часов. Сейчас участники усиленно готовятся, чтобы продемонстрировать свои таланты уже на международном фестивале танца. Его организатор ЮНЕСКО, участники 160 стран мира. Первый этап ансамбля уже прошел, впереди еще 2. Всех секретов конкурса они раскрывать не спешат, но не стоит сомневаться, что совсем скоро мы услышим о новых достижениях коллектива. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.